У вас, например, могу сказать, что единственная республика, где интервенционный кардиолог работает круглосуточно. Есть такие же центры и Кабардино-Балкарии, и Северной Осетии, и в Дагестане есть такие службы. Но нигде 24 часа интервенционные кардиологи не работают. Это вот самое большое ваше преимущество. Начиная свое выступление, представитель Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России отмечает существенные изменения в развитии здравоохранения республики. Говоря о плодотворной работе медиков, Мехман Мамедов также подчеркнул, что региональным врачам первичного звена стоит делать акцент на сочетанность лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Оно должно быть комплексным, потому как пациентам чаще всего ставится сразу несколько различных диагнозов. Например, у одного пациента может быть и сахарный диабет, и ишемическая болезнь сердца, у него может быть артериальная гипертония и так далее и тому подобное. Как правило, у этих пациентов, если есть какая-то болезнь, она сочетается с другими заболеваниями, других органов. Если мы одну болезнь будем лечить, вторая болезнь игнорируется, они начинают активизироваться. Наличие сочетанных заболеваний – одна из причин повышенного риска развития сердечно-сосудистых патологий, добавила в своем докладе Изулейхан Угурчиева. Она вместе с коллегами провела небольшое исследование, в результате которого была выявлена связь между ишемической болезнью сердца и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудочно-кишечного тракта наблюдались почти у 58% пациентов. Причем наиболее часто встречалась язвенная болезнь желудка, и в частности у мужчин в 2 раза чаще по сравнению с женщинами. Вот здесь представлены основные заболевания, характерные для этой группы, то есть желчекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка, холецистит хронический, панкреатит. Пленарное заседание участников второй зимней школы клинициста продолжает темы о нарушении мозгового кровообращения. Преподаватель кафедры ИНГУ Инна Мальсагова отмечает, что летальность от инсульта достаточно высока. А поскольку причиной инфаркта мозга может стать закупоривание сосудов, особое внимание стоит обратить на профилактику этого недуга. Ультразвуковая доплерография и доплеросонография БЦА, выполненные хорошо подготовленными опытными специалистами, обеспечивают точное и относительно недорогое исследование сонных артерий. Преимуществом этого метода нужно отнести, что данная методика действительно неинвазивная, не требует венопункции, воздействия ионизирующего излучения или потенциально нефротоксичного контрастного вещества. Не менее объемный доклад подготовил и Алик Гаджи Абдулаев. Доктор медицинских наук и профессор уверен, больных гипертонией с годами становится больше, поэтому необходимо показать и рассказать участникам конференции новые методы борьбы с этим недугом. Например, пациент, который поступает с мозговыми нарушениями, это одно лечение бывает. Если сердечная недостаточность, осложненный кризис, это бывает другое лечение. И в зависимости от того или иного осложнения, дифференцированного лечения требует каждый пациент, индивидуального подхода. Постоянное самосовершенствование, повышение профессионального уровня и обмен накопленным опытом – вот главные цели и задачи второй зимней школы клинициста. Впрочем, этого и добивались организаторы мероприятия. Участники с особым интересом слушают выступления каждого лектора. Вопросов много именно по гипертоническим кризам, так как первая помощь это зависит от моих врачей, от нас. И часто вот проблемно это гипертонический криз. Как снизить, в каких условиях, как часто, как быстро это надо все делать. Именно вот эта тема у нас сейчас на конференции обсуждается. Мы поняли многое интересное, новое мы узнали. В мероприятии также приняли участие министры здравоохранения Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Руководители ведомства и соседней республики отмечают плодотворное и тесное сотрудничество между регионами и подчеркивают, что нам есть чему учиться друг у друга. В этом году вы открыли очень хороший, очень важный для республики онкологический центр. Я недавно приезжал, смотрел, так как мы тоже открываем в этом году такой центр. Вот, посмотрел, на что надо обратить внимание, какие вопросы надо учесть при открытии. И я вам скажу, что я горжусь тем, что такие хорошие позитивные процессы проходят в Республике Ингушетия. Современные методы диагностики, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, лечение и реабилитация терапевтических больных. В первой половине дня участники зимней школы успели обсудить немало важных вопросов, а главное, обменялись опытом и наладили профессиональные контакты, отметила Мария Марабханова. Очень важно, что присутствуют не только врачи практикующие, но и студенты, интерны, ординаторы и, конечно же, люди, которые занимаются наукой.
вот эта общая работа, которая вот планово проводится и запланирована в этом году именно в Ингушетии, это связано с тем, что у нас в этом году мы получили номинацию по устойчивому развитию здравоохранения, и поэтому было решено провести именно зимнюю школу клиницистов в Республике Ингушетия. Во второй части конференции участников ждет не менее интересная дискуссия, клинические лекции, мастер-классы и симпозиумы от ведущих врачей, приехавших на конференцию из различных регионов страны. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.